Селям алейкум. Балалықтан біз дүнияны ана тіліміз ярдымынен огренеміз, шунun үшін ана тіліні білмек ве огренмек пек мұйым. Әлбетте әрші қорантадан башлана ве бала ең башындан, ана бабасындан ана тіліні огрене. Амма оқу йортларында олсын бала бақчасы яда мектеп ана тіліні огренмек пек мұйым. Айна бұл мевзуға біздің бүгінгі программамыз бағышлана ве біздің студиямызға қиметлі мұсафарлеріміз тешриф бұйырды, келіні соларнен таныш олайық. Адлиеджілеріміз Емине ханымым Вамилева ве Ленура ханым Енгулатова. Яны Бурульчак ойның Сакины, Баба, Бекираға Тейфуков. Екі елі велсі Яны Бурульчада Мелисынов ачылмасында Бекираға бұйық есе қошты бұйышке. Ве Мамут Султан Кой мектебінде чоқ елді вамында çalışқан Қырым татар тілі оджасы Линье Оджабалич. Хош келдіңіз. И мы переходим на русский язык, чтобы нас понимала вся аудитория, в том числе родители и дети, которые в доме не общаются на родном языке, не владеют родным языком. Начнем мы с общего вопроса. Многие родители считают, что если ребенок говорит дома на родном языке, этих знаний достаточно, ему не обязательно изучать родной язык в школе или обучаться в дошкольных учебных заведениях, то есть в детских садах, на родном языке. Что вы об этом думаете? Почему важно изучать родной язык в учебных заведениях? Мен жесіне, мына практикаларақ егерден айтайым бір-екі сөз. Бұл мәселені көтереміз, пек мұйым мәселе. Евде біле, балалықтан теміз ана тілінде лаф еткен балалар бақшасына яда мектепке келген сон, бір-екі айын ішіне рус тіліне кечіп кетелер. Ана тіліні ұныталар, яваш-яваш. Евде лаф етмек керек, евде тіл мұйтын яратмақ керек, ләкин мектепте яда бала бақшасында девам етілсе, о вақытте тіл пекіне. Мен жесіне ерін жепекіне темел ала ве девамы olur. Ама евде лаф етмегенлерге дан қиын. Мектепте берілсе білге, яда балалар бақшасында қосылған ана тілінде берілген білгілер, о да ексіклік ете. Onun için Қорантанен мектеп яда бала бақшасы бір олып çalışmak керекміз. Я вот думаю, что в комплексе должно все быть, начиная с дома, детского сада, школы, и продолжать это уже в учебных заведениях, высших учебных заведениях. Если это не работать на всех этих этапах, то мы опять же упускаем, как мы будем тогда находить специалистов, которые будут готовить наши кадры, как же мы будем потом развивать в научной какой-то сфере свой родной язык, если мы не будем отдавать свои крымско-татарские классы наших детей. Ну, необходимо прежде всего отметить, что до мая 1944 года в Крыму существовала национальная система образования. Это необходимо отметить, и, естественно, вот более 50 лет крымско-татарский народ пребывал в местах депортации, но вместе с тем, несмотря ни на что, смогли сохранить самое главное, что определяет народ именно как народ. Его самый главный идентифицирующий маркер – это язык. Смогли сохранить. Почему необходимо знать язык и изучать его не только дома, да, вот как бы на уровне такого бытового общения, такого межличностного общения, а необходимо его изучать вот в формате образовательного процесса, потому что нам необходимо сохраниться. Сохраниться как народ, как этнос. И более того, необходимо отметить, что в сегодняшних условиях, в сегодняшних реалиях крымско-татарский язык провозглашен и задекларирован в Конституции Республики Крым как государственный язык. Естественно, знание крымско-татарского языка необходимо не только для самих крымских татар, как носителей этого языка, но и для представителей других национальностей, которые осуществляют свою жизнедеятельность сегодня в Крыму. Честно говоря, я не только как юрист, но и мама двух девочек, которые ходят в группу с родным языком обучения в детский сад и в школу. Очень сильно бросается в глаза вот именно воспитательный процесс в детском саду. Во-первых, это все дидактические материалы, воспитание, методика, все построено на родном языке. Очень удобно детям обучаться на родном языке, воспитательный процесс, тем, что уже с 3 лет закладывается правильность построения фраз на родном языке. А те, кто, допустим, пошел в 1 класс и впервые столкнулся непосредственно с обучением на родном языке,
У них немножечко, вот я вижу, есть такое, что трудноватости в построении грамматики, в самом предложении, сложно пересказывать на родном языке. А те, кто ходил в садик с родным языком воспитания, там и стихотворения, и все утренники, и песенки, все это проводится на родном языке. Ребенок больше адаптируется, больше понимает правильность, еще раз скажу, правильность речи, и именно литературной речи, а не такой бытовой, который мы привыкаем использовать дома. Поэтому садик, и мы всегда говорим, сад – это и садик, и школа, это правопреемственность обязана быть. То есть вот ребенка Привели в воспитали детский сад. и перевели в школу с дальнейшим потом Значит, мы обучением. уже должны добиваться, чтобы на уровне садика создавались крымско-татарские группы, да? Однозначно, конечно. Однозначно, чтобы это работало, и потом плавно мы переходили к тому, чтобы открывать крымско-татарские классы уже в школе. Это будет работать, потому что право на образование на родном языке, сюда включается в том числе и дошкольные учебные заведения, четко регламентировано и в Конституции, и в отдельных законах. То есть законодательная база есть. Здесь главное, это нужно желание родителей. Вот я и хотел это подчеркнуть, вот эту правопреемственность. Что вот родители должны это понимать, что их право, и я думаю, что даже желание должно быть именно уже с самого детского сада начинать над этим работать, и потом потихонечку переходить к тому, чтобы открывать крымско-татарские классы уже в школе. Однозначно. Да. Более того, хотела бы обратить ваше внимание на то, что сегодня очень популярны детские центры развития. В том числе это детские центры развития на родном языке. Вы знаете, у нас уже имеет замечательный опыт детский центр развития на крымско-татарском языке, это Фиданчик. Я считаю, что это как бы, феноменальный прецедент для создания подобных центров во всех регионах Крыма. Более того, у нас функционирует также, помимо этого, детский центр развития Айле, где также проводятся развивающие занятия на крымско-татарском языке, что является таким дополнительным фактором между школой и как бы уже переходом, вернее, с детский сад, переходом в школу. И, в принципе, это можно на любом этапе детей развивать на родном языке. Это просто замечательный вклад, замечательный опыт и практика. Ожаларға қиын жауылы. Ожалар, мына меселе бірінші сыныфны алған ожаларға тек ана тілінде дерс алып бармақ. Асылда, непрактично. Не үшін десеңіз, бір-екі бала аңласа, ана тілінде айтқан сөздерін, 5-10 несі аңламай. Лып-лып көзчіклерін лыпылдата отыра, подготовленности. Он үшін уровень разный. Бізге керек ола компонентлер кірсетіп çalışмақ. Бұл компонентлерін де кірсетеміз, онен берабер яваш-яваш лұғат байлықларын арттырып, демек яваш адым-адым оге атлаймыз. Ама ана бабалар бұл біздің методикамызын білмейіп, мен милли сыныфқа баланы берсем, о ана тілінде аңламай жақ, мен өзімді яш ана бабалар ярдым етіп оламай жам балама, рус тілінде ярдым етер едім, ама ана тілінде ярдым етіп оламай жам деп қорқып, аризаларын рус сыныфларына язалар. Yazıklar olsun ki, сон мен konuşқанда ана бабаларға аңлатам. Сіз қорқмаңыз. Рус тілі бізде неселе мына 5 саат, 3 саат рус тілі дерслері бар, ве 2 саат edebiyat дерслері бар рус тілінде. Ана тілінде есе 2 саат ана тілі дерслері, 2 саат edebiyat дерслері. Hepsi olup demek anda 5, mında da 4, 9 saat тілінен оғрашамыз, ләкин yarısı ана тілінде, yarısı рус тілінде. Рус тілін eksik білерлер деп қорқалар. Ама бош елеріне линия өдем? Бош елеріне керек аңлатмаға. білмей. Оларны керек аңлатмаға ана бабаларға, перейду на русский язык опять-таки, вот эти тонкости по количеству часов, в какой форме изучается, естественно, мы говорим сейчас о формате именно урока, как предмета. Это все необходимо разъяснять родителям в момент, когда учитель, либо администрация школы общается с родителями, когда они подают заявление в 1 класс, либо когда после окончания начальной школы они думают, переходить ли нам опять в формате класса с крымско-татарским языком обучения дальше, изучать ли нам предметы на крымско-татарском языке и так далее. Это все коммуникации, коммуникация длительная такая, знаете, доверительная.
может быть, надо набраться терпения, чтобы до каждого родителя это дошло, что здесь ничего страшного нет, как бы ни в ущерб ни русскому языку как государственному, ни в ущерб предстоящим таким страшным, я не знаю, государственным экзаменам ЕГЭ. Этого бояться не нужно. Поэтому крымско-татарский язык необходимо изучать в школе, необходимо как бы процесс начинать воспитательный, опять-таки, семья, дошкольное учреждение, центр развития, школа. Это просто необходимо, и на это крымские татары имеют абсолютное право. Но Главное его реализовать. Родители боятся того, что ребенок не раскроется полноценно, что ему будет тяжело. Я с этим бы поспорил, потому что если ребенок тянет образовательный момент, он и будет и китайский изучать сможет, и английский, и тем паче свой родной язык. А если этого бояться, то мы вообще потеряем тогда вот эту ниточку, что нас вообще связывает, и мы называемся крымскими татарами. Вот что самое страшное происходит сейчас, понимаете? И родители думают о том, что как же завтра он будет поступать. Я считаю, что никаких преград не будет. Вот на собственном опыте дети наши, у меня уже 2 детей, 1 и 2 класс с крымско-татарским языком обучения. Я скажу, что показатели нашего класса ничем не уступают показателям русского класса. Детки, как и на татарском языке говорят, так же и на русском владеют, изучают уже английский язык, и все в комплексе это получается. Если ребенку, это мое личное мнение, что-то тяжело, то ему будет, какой бы ты ему класс ни предоставил, ему будет это тяжело. Сейчас уже у нас март месяц, и уже сейчас на будущий год родители должны подавать заявление, потому что все начинается с заявлений, да, родителей. То есть уже сейчас нужно на будущий год позаботиться о том, чтобы организовать обучение своих детей на крымско-татарском языке, либо занятия крымско-татарского языка. Давайте немножко об этом поговорим, потому что у нас даже есть вопрос от подписчицы, которая не знает, несмотря на то, что нам кажется, что мы очень много об этом говорим, она не знает, кому нужно подавать заявление, на чье имя его нужно писать. Для того, чтобы обучаться на родном языке, либо же изучать его как предмет, необходимо писать заявление на имя директора. То есть свое право надо заявлять именно в письменном виде. Мы это неоднократно поднимали и поднимаем. Для того, чтобы облегчить этот процесс, очень много родителей не знают об этом. В конце 2018 года была принята дорожная карта по Крыму, где четко указано, что на администрацию школы возлагается обязанность по информированию родителей о их правах. Мы делали небольшие срезы, мониторинги по Крыму, по отдельным районам. У каждой школы есть сайт в обязательном порядке. К сожалению, сколько мы смогли обхватить, а это за 100 школ Крыма, к сожалению, в единицах только сайтах есть информация по поводу того, что может родитель подать заявление на обучение своего ребенка на родном языке, либо же изучать родной язык как предмет. А также, согласно этой дорожной карты, администрация обязана на своих информационных стендах вывешивать такое объявление. К сожалению, и в принципе я тоже с этим столкнулась, что такой информации нет абсолютно. Опять же, это единицы школ, которые вывешивают такую информацию. Ежегодно в феврале, в марте должны проводиться родительские собрания именно по обучению на родном языке, либо же изучению как предмета. Общаемся с родителями, абсолютно нигде не проходят такие родительские собрания для первоклашек, скажем так. Нет, они если даже и есть, они проходят, но они об этом не говорят. Из-за этого родителям, первое, по-хорошему нужно или попросить, чтобы им разъяснили. Если на просьбу не откликается, значит нужно потребовать, чтобы им разъяснили. Брать инициативу в свои руки. Да. В принципе, сейчас и время-то такое, что надо не только ждать, когда вам расскажут. Есть интернет, есть у нас управление образованием на местах, есть, в конце концов, учителя. Родители тоже должны проявлять инициативу. Я считаю, что раз есть закон, право обучаться на родном языке, значит, в этом формате он должен быть. Не везде его соблюдают. Да, Дело в том, что я все-таки склонна считать, что разъяснение, будем говорить так, новелл
законодательства об образовании – это прямая и святая обязанность образовательного учреждения. Все-таки администрация школ, будь это общешкольное собрание родителей, или это будет уже собрание, ну, будем говорить так, классное, да, предстоящее, там уже знакомить с учителем, они просто обязаны разъяснить основы законодательства в сфере образования, конкретно о праве образования на родных языках. Да? То есть образовательный да, процесс. Обучение. Да. Какой язык обучения Более вы того, выбираете? конечно. И какой еще вам предоставить Да, изучение какого естественно. языка? Вот они Но пишут. родители же легко Соглашаются. легко, На легкий да, вариант на другой вариант, Да. сказав о том, что нету специалиста или школа не оборудована или нету класса, вы понимаете, и легко Нету увести, учителя, нет учителя, учебников, да, легко увести да. родителя, чтобы он не отдал своего ребенка в национальный класс. Можно я родители продолжу? должны Да, я целенаправленно извиняюсь. к этому быть готовы, когда они Готовы. думают о будущем своего ребенка. Вот для этого О мы здесь и будущем собрались, своего чтобы народа. Да. этим родителям донести, что все это возможно и это ничего не страшно. И вот эта мысль, например, чоқ тілдерін өгіреніңіз, тілде büyük күч, ана тілге үрметіңіз, эксілмесін іш деген шияр, Elbette. әр кезін жүрегінде тұрмақ керек менжесіне. Ана тіліміз, бұл біздің байлығымыз, бұл біздің темеліміз, бұл біздің бүтін вүжудымыздың тұтқан бір шей, бір не деймін, насыл айтайын білмеймін. Оның үшін тіліміздің жойсақ ғайыпмыз. Бұны әркез аңламақ керек. Біз ватанымызға бұл қадар ағырлықлар, қиынлықлар чекіп келдік, қайттық, әбдет олдық. Шынды өзіміздің, қолымызбен ғайып етмек демек не демек? Асылында. Ақылға ятқан шедігіл. Сайғылы жемаатым. Мне ханым, я еще вот, пользуясь случаем, вот, хочу вас, Ильнура ханым, поблагодарить вот за вот эти консультации, за помощь, которую вы оказали, с нашим желанием наших родителей, и наши дети сейчас учатся, и мы этим гордимся. Чок сізге. От души я хочу, чтобы это каждый родитель радовался, вот как я сейчас в сердце, вот, у меня такая радость, я хочу перенести ее, что вот мы должны добиваться, тем более это все делается в букве закона, мы ничего не нарушаем. Преступного в этом нет. Преступного ничего нет. Вот. Абсолютно верно. Это не только право, это гарантии. Да. Это Да, гарантии. государство гарантирует. Да. Конечно. Предоставляет Мен ойлайда возможности. дедім ана бабаларымызға. Біз мына о қадар талаплар яптық үкіметке қарсы шығып шетіп. Шынды үкімет берген Шелерінен құланмаймыз. ненен қанунлармен құланмайып, өз тіліміздің, өз елімізден ғайып етмек демек не демек? Өзіңізден сорасаң, біз нешін қайттық ветанымызға? Біз кімміз? Кім олажамыз мұнда? Мына бұл суалені берсеңіз, мен башқа сізден башқа түрлі лаф етер едім дедім. Да, я еще хотела дополнить в плане изучения родного языка. В закон об образовании, это федеральный закон об образовании, были внесены дополнения в части изучения, обязательного изучения родных языков. Причем добровольность проявляется не в плане отказа от изучения родного языка, а именно в выборе языка. Так что заявление пишем? Конечно, мы же обязательно, мы же об этом постоянно говорим родителям. И когда мы это разъясняем родителям о том, что их обяжут написать заявление, в котором они должны указать, какой язык они считают родным, они должны это указать. И в какой форме, он будет однозначно изучаться. Просит его, обеспечить его изучение. Его изучение. И тогда уже будет зависеть, какой язык вы впишете родным языком, и тогда он будет определяться, в каком формате он будет изучаться. В формате предмета, либо факультатива, то есть в формате во внеурочной деятельности. Поэтому здесь на это нужно обратить внимание родителей, что любому крымскому татарину, естественно, родным языком которого является крымско-татарский язык, необходимо всегда избрать форму изучения родного языка как предмета, поскольку здесь вы уже гарантированно будете изучать и грамматику, стилистику, лексику родного языка, часов будет больше. В форме родной язык. И, конечно же, у вас еще будет как минимум 1 час на изучение родной литературы. Это просто бесценно. Почему важно писать заранее, уже сейчас заявление? То есть это время нужно руководству школы для того, чтобы обеспечить организацию изучения родного языка или обучения на родном языке. То есть как должен реагировать на заявление родителей, что дальше следует? Заранее, для чего надо заранее писать заявление? Чтобы школа, администрация финансово по штатному расписанию подготовилась на начальный учебный год.
Это внесение изменений в штатное расписание, это распределение самого учебного расписания, это закупка, возможно, методической какой-то литературы, учебников. И все это необходимо формировать планы для того, чтобы увеличить штат, увеличить штатное расписание, закупить методическую литературу, учебники, необходимо заявление, основание. То есть с чем пойдет директор, допустим, в госказначейство, в Министерство финансов и просить увеличения финансирования школы. Поэтому мы всем родителям говорим, ну не ходите в школу уже 31 августа, ну не 1 сентября. Но это будет даже некорректно несколько. Естественно. То есть Собрание для родителей Подготовить специалиста, первоклассников. чтобы, да, найти учителя. Собрание да, для родителей первоклассников проводится вот именно во втором полугодии, и уже это было. Потому что это самые Это уже было. распространенные отговорки, Да, да, основания для руководства школ, отказа. да, что нет учебников, нет учителей или нет помещения. Вот, а так вы как Да. бы обеспечиваете В летний время. период мы знаем, что многие уходят учителя и сама администрация на долгосрочные каникулы, отпуска. Поэтому родителям надо заблаговременно писать заявление. Не откладывайте на потом. Самый главный документ – это ваше заявление. При этом мы обращаем внимание родителей, чтобы они писали заявление в 2 экземплярах. Да? Один они оставляют администрации школы, а на втором мы всегда просим, пусть они сделают отметочку о входящем номере и дате приема этого заявления, дабы избежать вот этого вот психологического влияния, воздействия со стороны администрации школ на отдельных родителей, когда вот по одному вызывают, говорят, вот вы нам прислали заявление на открытие класса с крымско-татарским языком обучения, и начинает, будем говорить так, стращать, да, запугивает родителей. А вы знаете, вот у нас нет квалифицированного учителя. Есть вот там на примете одна кандидатура, но она только-только закончила, еще достаточно молода, без опыта. Понимаете? Что будете делать дальше? Конечно. А вы знаете, что вот у нас количество кабинетов ограничено. Я вас помещу там в совершенно такое помещение, которое под кабинет невозможно переоборудовать. Начинают говорить о том, что материально-техническая база слабая и так далее. Это все отговорки. Поверьте мне, сегодня профильное министерство, правительство Крыма достаточно активно рапортует о строительстве новых школ, о том, что нет никаких проблем ни с интерактивными досками, ни с мелом, извините за такое сравнение, достаточно, может быть, такое нивелированное, ни с изданием учебников. Поэтому сегодня самое главное, будем говорить так, восстановление системы национального образования и в том, чтобы крымско-татарский язык изучался и обучались дети крымские татары на своем родном языке, это желание родителей, как законных представителей своих детей. Если сегодня родители будут пассивны, если сегодня родители будут, будем говорить так, менее принципиальные, немножко ленивые, как сказала Ленеуджа. Некоторые родители боятся того, что они не справятся с оказанием помощи, поддержки своим детям в выполнении домашних уроков. На них нагрузка, да? Конечно, да. Они хотят лучше лишний раз в гаджете посидеть, да, а ребенок пусть сам делает домашнее задание. Тогда мы потеряем все. Самое главное, мы потеряем язык. Мы потеряем самое главное, что нас сегодня олицетворяет и определяет как крымский татар, это все-таки язык. Вот я им так и говорю. Я говорю, откройте этот элифбе наш. Конечно. И по буковкам вместе со своим детем. Сами же тоже восстановите свой родной язык. И будете благодарны своим первым шагам и своему выбору, который вы сделали правильно. Я перебила Бекирбе, он что-то хотел. Я хотел добавить, почему мы пишем заранее заявление, но уже в цветочном, в нашей практике, идет уже преемственность школы с детским садом. То бишь школа уже интересуется, какая есть группа, сколько крымских татар, в каком количестве. И у нас уже этот процесс налажен. Если в 2018 году у нас были терки, проблемы какие-то, то уже в том году, когда дочь моя шла, процесс налажен был, директор школы, администрация школы нам все разъяснили, они также посещали садик, узнавали, мы приходили в школу, у нас даже уже есть такое, что мы взяли учителя, который был в 1 классе моего сына, привели в садик для того, чтобы родителям показать, что и учитель объяснил им, что ничего страшного нету в этом, что все доступно. Также мы привели учителя, уже специалиста, который может набрать детей в этом году. Вот у нас уже 2 года получается. И если это все наладить, то
в будущем это будет все отлажено, легко и просто. И этого бояться не надо, оно уже потом будет идти. Я думаю, что как вот процесс будет налажен, и уже будет все легко. Но это же тоже благодаря настойчивости родителей и помощи Специалистов, юристов. да. Потому что вы сталкивались с такими же отговорками, да, руководства? Мы вообще столкнулись, не то что там отговорки, это вообще было непонимание, это была стена китайская, которая, казалось бы, что невозможно что-то там преодолеть, невозможно. Но вот я поблагодарил уже грамотным вообще консультациям, помощи и нашим родителям, которые вот мы собрались, мы смогли все-таки эту стену пробить, непонимание, они не хотели с нами сотрудничать, не хотели нас понимать, отговаривали, всякие причины находили. Но я вам говорю, что сейчас это уже все налажено, великолепный процесс, и детки ничем не ущемлены, учатся, и я считаю, могу похвастаться, извините за хвастовство, дети на чтцов, получается, и сын и дочь заняли первые места. Уже в район мы отправляли, и на крымско-татарском языке рассказывают, и на русском языке рассказывают стихи, и занимают призовые места.